Сегодня 3 марта 2025 года, 16 часов 2 минуты по Берлину, 18 часов 2 минуты по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Стрим у нас, как обычно, на YouTube-канале Reality и на канале Аслан Арцуев. В TikTok на канале Аслан Арцуев. Сегодняшний свой стрим я назвал Буэйсер Сайтиев убит ФСБ. Щит Кавказа против Палестины 2.0. Об этом и многом другом давайте сегодня поговорим. Ну, вначале, пока вы все собираетесь, я бы хотел рассказать о потерях русских террористов в Украине за прошедшие сутки, от генерального информацию, от сводку от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено и ранено 1350 бандитов, 11 танков уничтожено, 16 боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем, 2 антиаэркрафт системы, 61 БПЛА, 109 автомобильной техники и цистерн. Слава Украине, слава ЗСУ. Слава Украине, слава ЗСУ. Так. Минутку. Друзья, как вы знаете, вчера ушел из жизни Буэйсер Сайтиев 2 марта. Родился он 11 марта 1975 года. Ушел из жизни 2 марта 2025 года. То есть буквально 9 дней до своего 50-летия не дожил. Он был одним из самых титулованных борцов вольного стиля в истории. Среди его достижений трехкратный олимпийский чемпион он. В 96-м Атланта, 2004 Афины, 2008 Пекин. Шестикратный чемпион мира 95, 97, 98, 2001, 2003, 2005. Шестикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион России. Буэйсер был чеченцем по происхождению и представлял Россию на международной арене. Его часто называли одним из величайших борцов вольного стиля всех времен. В 2007 году Международная федерация борьбы ФИЛА признала его наряду с Александром Карелиным лучшим борцом в истории этого спорта. В 2010 году он был включен во Всемирную залу славы ФИЛА. После завершения спортивной карьеры Сайтиев занимался общественной деятельностью, в частности, в 2016 по 2021 год был депутатом Государственной Думы от Дагестана. Его смерть вчера, 2 марта 2025 года, стала большой утратой для спортивного мира. Многие известные личности выразили соболезнования, и в том числе президент фашистской России Владимир Путин и другие. Точная причина смерти не уточняется в доступных на данный момент источниках, но его уход из жизни вызвал широкий отклик и скорбь. И давайте об этом и многом другом поговорим. Все, кто вчера смотрел «Валейкум ассалам», Эркин, Питер Вольф, Эд Мамедов, всех я вас, друзья, приветствую. Шалом, алейкум салам. Витаю всех, друзья.
Сегодня, вчерашний стрим, кто смотрел, как раз мы, и вчера я видео выкладывал, и в ТикТок выкладывал, и в YouTube по поводу Ауховского района, по поводу Палестины 2.0, которая готовится. И вот после стрима, или даже во время стрима, уже эта новость стала уже известной. Он, скорее всего, я полагаю, Буэсер Сети был отравлен. Он был отравлен, доставлен в московскую клинику. Там он умер. Дело в том, что я вам рассказываю, что на территории Кавказа фашистская Россия готовит новый проект Палестина 2.0, как они в течение 70-80 лет терроризировали Ближний Восток, Израиль. И таким вот образом сейчас мы уже можем, уже мало кто может в этом сомневаться, что на Кавказе теперь они строят Палестину 2.0, и всем уже очевидно, что интересы, стратегические интересы Соединенных Штатов Америки, Британии распространяются на Каспийский регион, Каспийский бассейн. Это огромные полезные ископаемые, нефть, газ на этом шельфе, в этом регионе. И известно, что буду откровенен, буду честен. Америка поддерживала Чеченскую республику Ичкерия, поддерживала Джохара Дудаева. Сейчас это как бы считается как бы некрасиво об этом говорить, но я в этом нисколько не сомневаюсь. Через Турцию поддерживала, через Великобританию. Великобритания напрямую проявляла поддержку, Америка проявляла поддержку. Но потом по какой-то причине нас оставили один на один с людоедом. И эта ситуация немножко напоминает сегодняшнюю ситуацию, как в Украине. Может быть, мы сами в этом были виноваты, может быть, это был заранее такой спланированный акт. Сперва раздраконить Россию, натравить нас и их друг на друга, а затем помириться с Россией и требовать от России разных привилегий, хороших, выгодных контрактов. Это выглядит именно так сейчас в Украине. По всей видимости, это могло выглядеть именно так в Чеченской республике Ичкерия. Потом Грузия была, помощь Грузии. Грузию тоже оставили. Немножко помогли, потом оставили. Сейчас Армения в таком же процессе, идет в таком же процессе. Азербайджан тоже с Турцией, с Западом уже заигрывает. Мы видим Алиев, который потомственный КГБшник, который никогда не посмел бы в сторону России посмотреть после того, как был сбит, немножко подбит, скажем так, азербайджанский самолет. Очень жестко высказался в отношении Путина и России и потребовал сатисфакции, восстановления и чести, и справедливости, и всего остального. И мы видим историю Израиля. Израиль, так сказать, не мед пил все эти годы. Израиль терял огромное количество людей. И сегодня я хочу обо всем об этом с вами поговорить. Обо всем я хочу поговорить с вами. Дело в том, что без разрешения, без протекции Великобритании и Соединенных Штатов, а точнее большая часть Великобритании, Израиль не смог бы сформировать свое государство без поддержки, без помощи. Но у России были другие планы на Ближний Восток.
И была борьба за этот Ближний Восток. Арабские страны поддержали сатанистский Советский Союз. США и Британия поддержали Израиль. И была война, как мы знаем. Убийство, кровь, убийство, кровь. Убийство олимпийских чемпионов, если вы помните, в Мюнхене на Олимпиаде израильских, которых убили марксисты-большевики палестинские, которые вначале были националистами, потом стали марксистами, затем стали исламистами. И по дуновению ветра, когда это выгодно России, они меняли свое амплуа и превращались то в одних, то в других. Но изначально, можно сказать, в начале они были настоящими националистами, а затем этнонационалистами. Арабы очень были расстроены много веков, что Османская империя перехватила их империю, так называемый халифат, хотя ничего общего, кроме атрибутики внешней, ни с исламом, ни с этим это не имело. Османская империя была турецкой империей, которая победила арабскую империю. И арабы очень были на это обижены. И арабы это те самые народы, которые имеют 22 государства, и они боролись против османского халифата вместе с англичанами. Это тоже истории нужно знать людям, чтобы не обманываться ни арабами, ни турками, ни кем-либо другим, ни халифатами. Это все сказки, это все обман для того, чтобы управлять людьми. И на протяжении многого времени, долгого времени Османская империя существовала. Арабам это, как мы понимаем, не нравилось. И вместе с англичанами арабы уничтожили Османскую империю. А точнее, англичане уничтожили при помощи арабов Османскую империю. Ну и фактически сегодняшняя Турция, она является, ну скажем так, как же это сказать помягче, младшим братом Великобритании. И Эрдоган является младшим братом, и вся эта их система. Но в мире существуют сильные государства, империи. Это Русская империя, вот это Османская империя, Британская империя. И вот эти империи нас, вообще малые, малочисленные народы, используют как разменную монету, когда посчитает необходимым. Сегодня я общался с одним умным человеком, и мы пришли к одному выводу. Знаете, был такой имам Шамиль. Имам Шамиль был человеком, который сопротивлялся России, имперской России, и бежал из своего Дагестана, из Аваростана, аварцы, где жили, к нам в Чечению, и мы его приняли, приютили. А мы вели борьбу против имперской России. И он знал религию хорошо, знал языки. Кумыкский использовался язык очень часто распространен, тюркский язык использовался. И на равнине, язык торговли это был, потому что очень много было тюркских торговцев. И на равнине шла война, уже десятилетиями она шла, эта война против империи. И чеченцы занимали горные местности, отступили в горные местности. И на равнине тюркоязычные, им русские не мешали, они занимались торговлей. И на равнине говорили на тюркском языке. И вот благодаря разным стечениям обстоятельств имам Шамиль, тогда просто Шамиль, был нами избран на демократической основе
советом чеченских лидеров главой на время. Это время затянулось на 25 лет. И сегодня я узнал, что имам Шамиль – это большая гордость Турции. Имам Шамиль изучается в их историках, учебниках. И у меня закрались смутные сомнения, хотя они и раньше были, что имам Шамиль был агентом турецких спецслужб Турции, Османской империи, которая имела притязание на Кавказ, на нашу землю. При помощи Турции были уничтожены черкесы, чеченцы. Черкесов вывозили на кораблях через Черное море якобы в Турцию. Потопили эти, такие суденышки, куда забивались плотно люди. И потоплялись эти, потом расстреливались из пушек, и они потоплялись, эти суденышки. И над черкесами творился страшный геноцид. По некоторым данным, Турция вместе с Россией способствовала этому. По некоторым данным, до 1 миллиона черкесов, разных там племен, разных народностей, которые там находились, до 1 миллиона было уничтожено. Какая-то определенная часть смогла уйти в Турцию. Там они практически полностью ассимилированы, потому что империя, турецкая империя, как в принципе все империи, особенно у турецкой это отличительная особенность, ассимилирует народы. И все, кто говорит на тюркском языке, уже считаются их людьми и так далее. Наш чеченский язык также внесен незаконно, ложно, обманно в группу языков тюркских народов. Наш язык является нахским языком, никаким он тюркским не является. Вот такая вот история немножко вкратце. То же самое касается чеченского народа. От 2 миллионов чеченцев чеченцы были Россией уничтожены до 120 тысяч человек. Задумайтесь над цифрой. От 2 миллионов осталось всего 6%, то есть 94% чеченцев было истреблено. 15 тысяч чеченцев эмигрировали в Турцию. Это где-то в 19 веке. Потом в начале 20 века несколько тысяч семей эмигрировало в Иорданию. Все те, кто эмигрировал в Турцию, практически под ноль отуречились, потому что и имена, и язык, все должно было соответствовать Турции. А в Иордании, благодаря и той же Америке, и Англии, и благодаря великодушию иорданского короля, чеченский язык, чеченская культура была сохранены, и мы знаем чеченцев, которые очень хорошо говорят на чеченском языке, практически ничем не отличается, только, может быть, немножко говор есть. И на протяжении вот этого 18-19 века, когда имам Шамиль сдался в плен, это было в середине 19 века, имам Шамиль и имам Чечении, потом по каким-то образом он стал и Дагестана, но в основном, когда чеченцы сражались, он был имамом, нашим имамом, потом он сдался в плен добровольно и призвал всех своих потомков и всех, кто его уважает, не сопротивляться России. Мы с этим в корне не согласны. Мы потеряли 94% своего населения от методов России. Кстати говоря, важно отметить, что русская нация как этнос, как язык, как культура только формировалась. В основном против нас на Кавказе, эта война длилась около 100 лет, использовались крепостные, это рабы, самые настоящие рабы, которые были в Америке, в других местах.
в Испании, в Португалии, которых вывозили с Африки. Такие же рабы проживали на территории нынешней вот этой России, тогда называлась Московской империей. И возглавляли эту Московскую империю англичане, немцы, французы. Как мы знаем, Екатерина была немкой, Петр I тоже был не русским. И последний Николай был двоюродным братом английского короля, как мы знаем, который может казнен, может нет. Ну, говорят, был расстрелян вместе со своей семьей. Николай II. В 18-м, да, по-моему, или в 16-м году они были расстреляны. Или в 19-м. Не помню сейчас. И фактически геноцид малочисленных народов обманом, вероломством происходил на протяжении всей истории. Всей истории. И поэтому я считаю своим долгом предупредить чеченский народ. Конечно же, было бы хорошо, если бы это делали бы наши историки, наши ученые, которые знают больше деталей и лучше меня могли бы это все рассказать. Но, к сожалению, чеченский народ безмолвствует, к большому сожалению. Нас от одного ада ведут в другой ад, но чеченский народ безмолвствует. Безмолвствует и пытается поодиночке выжить. Каждый сам за себя. Никому не доверяют, никому не верят. Ну, что в принципе неудивительно. Что в принципе неудивительно. И вот сейчас, тогда уничтожался чеченский народ вместе России и Турцией. Тогда обращались и к Турции османы, братья, халифат, исламский халифат. Плевали исламский халифат на нас. Затем началась вот эта война. Был геноцид в 1944 году, депортация под видом депортации, геноцид был под видом депортации. Тогда весь мир промолчал, и в том числе так называемый исламский мир, мусульманский мир промолчал. Затем началась вот эта вторая война. Как я сказал, нас Америка поддерживала, нас Великобритания поддерживала, нас Турция поддерживала. Турецкие, например, серые волки, там, или как они там назывались, захватывали, я помню еще, какой-то паром, требовали остановить войну в Чечне там, и так далее. И это люди были, которые связаны, тесно связаны с турецкими спецслужбами. Турция немножко принимала наших людей, финансировала. Братья-мусульмане, те самые Хамас, это тоже братья-мусульмане. Эрдоган, это тоже брат-мусульманин, это организации почти одинаковые, вот это все организации. Финансировала нас для того, чтобы мы воевали против России, а не созидали, не развивались. Разделяла нас. Люди, связанные с Турцией, турецкими спецслужбами, объявляли войну Америке, Израилю, при этом были чиновниками нашего государства. Таким образом, нас отторгали и от Израиля, и от Америки, и от всего. Но потом при этом и сама Турция нас оставляла, как мы видим. Турция в десна целовалась с Путиным, а мы истекали кровью. Так бы, если бы это случилось бы разок, можно было бы сказать, ну ладно, случилось, там какие-то плохие правители там были. Нет, это стратегия, многовековая стратегия и Турции, и России, и всех остальных. И нам нужно это знать. И нам нужно это знать. Чтобы нас не обманывали, чтобы мы не обманывались. Нету у нас друзей, понимаете? Нету у нас союзников, понимаете? Вот такая вот ситуация. И мы практически истреблены были, представьте себе.
Вот смотрите, есть территория, нас называют чеченцами. Чеченцы нас, русские нас назвали первыми. Первыми нас назвал голландец, по-моему, да, был Петр Первый. Или кто он был по национальности. Они захватили Астрахань, повоевали там, нагайцев разбили. И на кораблях добрались до острова Чечен. Этот остров находится в Каспийском море, это все наша территория. Дагестан – это вся наша территория. Все народы, которые проживают на этих территориях, сейчас про Ауховский район, про Хасавюртовский район, где компактно проживают чеченцы, мы часто слышим и говорим. Но на самом деле это все территории наши, чеченские это территории. Дело в том, что это все, в основном, кроме черкесов, чеченцев, грузин, ну, несколько народов, автохонные народы, которые аборигены этих земель. Все остальные пришлые. Причем они не только торговцы, которые пришлые, они завоеватели, которые приходили к нам. От нагайцев, и всех, и тюрков, и всех остальных. И калмыки, и все это люди, которые, народы, которые остались. Осетины от иранцев, от персов остались. И вот таким вот образом они остались там. И эти земли были нас. И Чечен идет от острова Чечен, на котором мы первый раз познакомились с войском Петра Первого. И когда сразились на этом острове Чечен. Он до сих пор так и называется, он находится в Каспийском море, ну, не очень далеко от берега, ну, вот так появилось это название. Сегодня же ситуация следующая. В 1944 году нас всех депортировали, опять же весь мир, и Турецкая империя, и весь мир, и исламский мир, и западный мир, и все забыли, сказали, что геноцид и депортация всех народов, чеченцев, ингушей, это внутреннее дело России. Уничтожение, то есть фактически уничтожение наций. Это внутреннее дело России. Не возражали. И потом 60-70% нас погибло там, в этой депортации. Через 13 лет после смерти Сталина невозможно было объехать преступление, самое кровавое и большое преступление, тотальное преступление против чеченцев и ингушей, вынуждены были нас вернуть. Без компенсации, без какой-либо возможности. Нам даже нельзя было возвращаться в свои дома, мы выкупали свои дома. И вот нам тут рассказывают сказки, что Израиль, евреи оказались в Палестине, и они бедные, у бедных там арабов забрали землю, и там им устроили такую пакость. Так вот, евреи были единственные на этом Кавказе, единственные, сейчас много появляется таких, которых я слышал в своей истории. Сейчас появляется, у меня на видео есть про нагайцев, есть женщина говорит, что нагайцы все отдавали, грузины отдавали, другие отдавали, все отдавали. Но в моей истории, которую я слышал, а мне уже под 50 лет, я слышал только про евреев эту историю. Что только евреи не занимали, а то, что занимали, потом, когда чеченцы возвращались, отдавали. И встречали их на перроне с гармошками и с барабанами. Это к моменту, что евреи хотят захватить там и построить свое государство. У них была возможность захватить и построить. Там никого уже не было. Причем чеченцы возвращаться не должны были вообще. Понимаете, это бессрочная ссылка была, депортация была. Никогда больше никто не должен был вернуться на свою землю. Как евреев разогнали с своего Израиля, так же и нас прогнали. Только евреи 2000 лет пытались вернуться, мы вернулись через 13 лет. И знаете, здесь много очень странных вещей, которые очень трудно объяснить. Очень объяснить, если только не мировым сговором против чеченцев, против евреев, кстати говоря. Мировым сговором, представляя мировым злом евреев, представляя мировым злом чеченцев.
Понимаете? Если начать копать, то тут, оказывается, тут никакое мировое зло не является. Евреи не являются чеченцы. И вот несколько лет уже назад я начал замечать, что у нас на Кавказе, в частности на чеченской земле, хотят сделать Палестину 2.0. И произошел странный такой момент. До 7 октября 2023 года у меня есть стримы с таким названием. В YouTube-канале вы можете зайти и посмотреть, что из Чечни делают Палестину 2. Это я в 2021 году говорил, по-моему, если не ошибаюсь. В 2022 или 2023 точно говорил, что из Чечни делают, из Чечении делают Палестину 2.0. Потому что были признаки. Это просто посмотрите, увидите. Все у меня тут сохранено, все имеется. И в итоге получилось так, как на Израиль напали самоубийцы. Просто так убили более 1200 человек. Еще захватили с собой заложники. Чтобы обязательно Израиль ответил. Чтобы обязательно Израиль за ними пришел. Понимаете, какая это провокация? Чтобы они забрали людей. Чтобы в Израиле остались люди не просто, которые оплакивали бы трупы свои, но еще и требовали бы вернуть своих людей. Чтобы болезнь была, чтобы больно было. Как можно болезненнее было. Все, нету больше сектора Газа, нету террористической вот этой группировки Хамас. Больше никогда ее не будет. И если сейчас США говорит о том, что там будет построен курорт, и эта земля будет Соединенных Штатов Америки, это говорит лишь только об одном, что уничтожением террористической банды Хамас занимались Соединенные Штаты Америки. Понимаете? И поэтому они имеют право, они ее отвоевали. И сейчас русские начали строить Палестину 2.0 на Кавказе, и я это понял. Они когда начали, я не знаю. Когда я понял, и есть свидетельство этого на моем YouTube-канале, где я об этом говорю. До 7 октября 2023 года. Значит, до того, как Хамас напал на Израиль. Они начали строить запасной себе аэродром. И создавать то же самое, что они создали на Ближнем Востоке. То есть анклав террористический, который будет мешать Америке и Британии, которые уже давно имеют виды на Кавказ. Я не зря вам сказал про Чеченскую республику, которую поддерживали. Не прямо, может быть, а может и прямо. Я всех деталей не знаю. Меня никто не посвящал ни в какие секреты, ни в какие детали. Я делаю только анализ из открытых источников информации, ну и пытаюсь понять, что тут происходит. Я вам могу сказать, что Радио Свобода, Голос Америки, Deutsche Welle, BBC еще с советских времен играли на наших чувствах чеченцев. В том, что мы должны жить свободно, а мы это всегда хотели, и мы всегда будем это хотеть. И если кто-то эти чувства хочет, да, это отлично, если это понимают, поддерживают. Но когда ты положил вот так руку на плечо или закинул руку на плечо, рассчитывая, что ты можешь опереться, а потом просто эта опора твоя исчезает, на что ты не рассчитываешь, то это, я скажу, очень болезненно может сказаться, когда твой противник уже очень сильно
подготовлен к тому, чтобы с тобой разделаться. Понимаете? И когда Джохар Дудаев говорил, вы нам предлагаете зайти в клетку с медведем и жить с ним вместе, это было сделано уже после того, как уже кровь пролилась, мы уже сразились, мы уже весь народ поднялся, у нас было все юридическое основание, нам нужно было отказаться от своего юридического основания. Но это выглядит очень двойственно, на мой взгляд. И это мы должны знать, чеченцы. Это нужно запомнить раз и навсегда, что этот мир очень-очень странный. Понимаете? Про Палестину 2:0 я говорю вам не потому, что я хвастаюсь, что я там это все предугадываю, а потому что мы должны понимать, что мы сейчас уже находимся в процессе этого всего. Убийство Буайсера Сайтиева – это звенья одной цепи. Я считаю, это стопроцентное убийство Буайсера. Буайсер был принципиальнейшим человеком. Он никогда никого не предавал, ни свой народ чеченский, ни дагестанский, в котором он жил среди дагестанцев. Всегда очень уважительно отзывался о дагестанцах. Всегда. Никогда ни косвенно, ни криво, хотя мало ли там ругались, там жил среди соседей. Бывает ведь, не слышал. Вот, помню я его. Всегда им гордился, всегда уважал. Когда началась война, и он Кадырова поддержал, российский флаг поднимал, Красноярский, тогда у меня душа от него отвернулась. Я очень сильно в нем разочаровался. Я надеялся, что он поддержит чеченский народ. Но он был верен и российскому народу, и Красноярскому краю он был верен. Понимаете, с кем он тренировался? И он не лез в политику. Он был спортсменом. Он был хорошим человеком, с большим сердцем. Он столько раз поднимал флаг России, столько раз поднимал дух России, выигрывал медали для России. И Россия его вероломно, я убежден, отравила, убила. И это сделала, конечно же, ФСБ. Для того, чтобы, видимо, ему предложили поддержать проект Палестина 2:0 на Кавказе. И как мы видим, как мы понимаем, он отказался от этого. Он не стал соучастником. Но я думаю, кто-то стал соучастниками. И мы увидим скоро эти лица, эти воины Аллаха сейчас появятся, которые будут, во-первых, сейчас освобождать землю от дагестанцев. 100% я уверен, будут погромы антисемитские, еврейские погромы на Кавказе будут, в Дагестане в частности. Какие-нибудь громкие убийства, отрезание голов, взрывы и все остальное, все как по лекалам ФСБ, как они любят, ГРУ, ФСБ, это их методы. Уверен, будут убийства дагестанцев, потом убийства дагестанцами чеченцев. И это все нагнетается. Одним из главных из этих деятелей будет, конечно же, Магомед Даудов, который уже объявил о том, что он не оставит дагестанский народ. Он уже начал, это главное действующее лицо, которое будет возглавлять, скорее всего, этот анклав. С Украины я очень надеюсь, что не поедут, но некоторые их агенты обязательно поедут, потому что агенты российских спецслужб и обманутые полезные товарищи, которые сейчас мечтают поехать в Чечню, ну и Ахмед Закаев, Руслан Кутаев, эти все товарищи должны объединиться в едином экстазе для того, чтобы сказать, вот Ичкерия, борцы за свободу чеченского народа возвращаются на землю, освобождают не просто свою землю, но еще и Ичкерию освобождают. И Уховский район, Хасавюртовский район, реально там чеченцы живут очень ущемленно. Там живут дагестанцы, аварцы, большая часть аварцы. Там кумыки жили, аварцы большая часть. Они
гордились, радовались, когда нас депортировали, ой, много чего всем досталось, и ненавидят лютой ненавистью нас. За что я не знаю, что мы сделали аварцам, что мы сделали дагестанцам. Мы просто не становились рабами России и продолжали бороться. Наверное, зависть, наверное, из-за этого. Другого плохого ничего мы не делали, ни дагестанцам, ни аварцам конкретно. И никогда не испытывали никому, не воевали против них, ничего им не делали. Вообще это на наших землях, бывших наших землях, эти люди все там находятся. И мы даже эти земли у них не требовали. Мы требовали только дома тех чеченцев, которые вернулись после 44-57 годов на свои земли, в свои дома просто войти. И все. И то их не требовали, когда сейчас был Джохар Дудаев. Просто это наше. Люди еще живы. Их дома, их могилы, отцов, все это есть. И то мы не требовали. По-мусульмански, по-кавказски, по-чеченски, по-дагестански. Давайте решать. Россия вот так это могла решить. Понимаете? Она не решает. И сейчас стоит Магомед Даудов. Я полагаю, как мне сообщают, это человек Патрушева, ФСБ, который говорит, что это мы не оставим, мы не забыли, там и так далее. Вся Чеченская республика оккупирована Россией. Россия, Путин одним вот так росчерком пера может всех этих дагестанцев выселить из этих домов. А они наоборот всем, кто воевал в Украине, дагестанцев, дают земли в этом Ауховском районе. То есть уже с опытом боевых действий дагестанцам дают земли, их там обустраивают. Чеченцы, которые там начинают возмущаться, их сейчас начнут убивать, избивать, столкновения начнутся. Это мы сейчас все увидим, потому что это уже приобрело завершающую стадию. Этот процесс идет в завершающей стадии сейчас. И Буайсер Сайтиев, видимо, не согласился. А его голос имел значение и для дагестанцев, и для чеченцев. Это была такая глыба посередине вот этой ситуации. Щит. Принцип Сайтиева. Щит Сайтиева. Я назвал это. Я полагаю, что они собираются это делать. Мы должны предупрежден, вооружен, и мы должны быть готовыми к этому. Мы должны знать, что они готовят против нас. И давайте об этом сегодня посвятим этот наш сегодняшний стрим Буайсеру Сайтиеву. Посвятим этой теме, его гибели и вообще ситуации, которая развернется на Ауховском районе, Хасавюртовском районе. Здесь много вещей, которые потом ты уже, когда анализируешь, приходишь к тому, например, незадолго, сколько, 2-3 года назад, главарь или из Дагестана ФСБшник переброшен, как его фамилия, переброшен из Дагестана, сейчас возглавляет Кечкин, я его имя всегда забываю, назначен в ноябре 23 года. Кстати говоря, обратите внимание, 7 октября происходит нападение на Израиль в 23 году. В ноябре Кечкин, Дмитрий Николаевич Кечкин из Дагестана. Кечкин, он был до этого и в Ингушетии. Кочнев был в Ингушетии, по-моему. Может, ошибаюсь. Перебрасывают его туда, и они понимают, что вот этот анклав, их сектор Газа, с ним покончено, его больше не будет. И они понимают, что на Кавказ приходят англосаксоны.
это уже скрывать никто не может. Это опять же про Чеченскую республику Ичкерия, которую оставили. И сказали, ну вы немножко подождите. Вот это Аят Эдигов нам рассказывает. Он был в Америке, американцы говорили, вы немножко подождите. То есть идет полное истребление твоего народа, а тебе говорят, немножко подождите твоей государственности, всего. И они скоро станут демократами. Какими демократами они стали, мы сегодня видим. Какими Путин, ФСБ стали демократами, мы видим. Затем происходит уничтожение уже Грузии, которую тоже начинает поддерживать Соединенные Штаты Америки. У них территории отвоевываются. Чудом Грузия не вся попадает под оккупацию. Благодаря там чему-то, я не знаю, чуду. Западу, Америке, неизвестно кому. Но территории часть отвоевывается. И Южная Осетия, и другие территории оккупируются. И в итоге происходит сейчас война в Украине. Сейчас помощь идет Армении. Армения, Грузия, ну не знаю, какая страна может быть. Армения должна стать каким-нибудь Израилем, где будет основной акцент делать американцы, англичане. Россия будет действовать на мусульманском направлении. У нее много подготовленных ФСБшных агентов именно на религиозной теме, как это было в секторе Газа. И мы, наверное, должны будем убивать армян. Армяне должны будут с грузинами убивать нас. И пока мы не закончимся, кто-то из нас должен будет закончиться, и мы должны быть полностью зависимыми. Турция, как обычно, Турция, как бы она с Израилем, и одновременно она поддерживает братьев мусульман, там, сектора Газа, там все такое. И, наверное, и сейчас она эту же роль играет. Она сейчас тоже как бы за нас, но одновременно она и в НАТО входит, и с американцами она, и младший брат Великобритании она. Такой интересный такой сюжет разворачивается. Но если анализировать, если разбираться в ситуации, мы можем приходить к определенным выводам. И мы должны понимать, что только мы сами, мы кавказцы, можем заявлять о своих правах. Если мы будем предупреждены, если мы будем осведомлены, если мы будем знать, кто нам на самом деле друг, а кто нам может сделать подлость и гадость, то мы сможем избежать многих острых углов и сохраниться, и выжить, и не дать построить никакую нам сектор Газа, Палестина, там еще какой-нибудь там террористические какие-нибудь там образования. Все, кто будет поддерживать Палестина 2.0, сектор Газа 2.0, 3.0, 8.0 там или еще что-то, это российские спецслужбы. Мы это должны прямо сказать. Мы должны сделать символом нашего сопротивления имя Бувейсара Сайтиева, который первым и самый известный, и самый мощный символ, который стал не покорился, не сдался, не сдал свой народ, не сдал дагестанский народ, не сдал чеченский народ, свой чеченский народ. Тех чеченцев, которые живут в Ауховском районе, Хасавюртовском районе. Я считаю, что принцип Сайтиева или щит Сайтиева, назвав это так, мы должны объявить войну, информационную, политическую, идеологическую войну тому преступному анклаву, который Россия, Патрушев, ФСБ для нас готовят. Магомед Даудов, который людей на бутылки сажал, который людей убивал,
который абсолютно готов выполнять любые приказы ради власти и денег, которые ему дают. Я не знаю, как он вообще выживает, когда Рамзан Кадыров является главнее него. Но я полагаю, что Рамзан Кадыров должен, наверное, будет уступить ему это место. Хотя посмотрим, может Рамзан Кадыров окажется удачнее и нейтрализует своего оппонента. Как-то так, давайте об этом и многом другом, друзья, поговорим. Я призываю вас не бояться говорить правду, доносить правду. Вот вы видите, происходят события, о которых мы говорим. И это не гипотеза, это факт, это план, который мы немножко раньше раскрыли, чем они планировали его нам открыть. Все, кто будет поддерживать разные исламистские направления, создание каких-то там новых анклавов, совместно дагестанские. Вот есть разные вот эти спортсмены, Хабиб Нурмагомедовы, там третий, десятый. Для чего их, вы думаете, раскручивать? Посмотрим, что скажет Хабиб Нурмагомедов. Я Хабибу и другим его братьям, родственникам советую уехать из России и только оттуда начать говорить, если они на самом деле хотят за свой народ заступиться. Потому что это коснется не только чеченцев. Это коснется и аварцев, и даргинцев, и лезгин, и табасаранцев, и всех, и кумыков, всех, кто там проживает на этом Кавказе. Нас это коснется всем. Мы все будем находиться. И наш Кавказ, наша часть, может быть, не на 80 лет, может, не так много времени потребуется, чтобы потом затем нас все вместе объединиться и уничтожить. Вместе с Турцией, Россией и США. Всех нас вместе там растоптать, уничтожить, разбомбить. Как это сейчас произошло в секторе Газа. Может быть, не 80 лет потребуется, а может быть и 80. Может быть, потребуется несколько лет. Достаточно будет несколько лет. Поэтому мы должны свою судьбу брать в свои руки, знать, что мы знаем планы наших недоброжелателей. И открыто прямо говорит, России, конечно же, находиться опасно. Тот, кто будет говорить эти планы. И Россия это абсолютное беспримесное зло. И мы должны быть к этому готовы. Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. То, что они пишут здесь, вот в ТикТок пишут, в YouTube пишут, это тоже один из признаков, потому что мы наступили на их мозоль. Я определяю, я уже 6 лет веду этот канал, веду его честно, веду его принципиально, абсолютно безвозмездно, бесплатно, без каких-либо финансовых поступлений. И я очень хорошо вижу, как они реагируют, когда я им наступаю на хвост. Когда вы там наступите, визжать начинают, как свиньи. Даже, думаю, никак. Просто свиньи визжать начинают. И вот то, что они на этот флаг реагируют, израильский, на то, что мы рассекречиваем их вот эти планы, это очень дорогого стоит это все видеть и понимать, как они начинают визжать. Поэтому давайте почитаем комментарии. Вы тоже можете обратить внимание, если я предупреждаю дагестанцев, кавказцев, мусульман, которые живут на Кавказе, и они начинают писать там мат, перемат, оскорбления, то знаете, это не люди пишут, это тролли платные. Может, это роботы пишут, может, это платные люди пишут. Но это тролли, которые делают не то, что они думают, а то, что им приказано делать. И главная их задача, чтобы мы, чеченцы, стали радикалами, исламистами. Им очень важно, чтобы мы стали. И Буайсер Сайтиев поплатился за это жизнью. За то, что он не стал инструментом в их руках.
И всех остальных ждет та же участь. Но мы не сдадимся. Но мы не сдадимся. Медвежонок, не сдавайся. Не сдавайтесь. Это тролли, гасите эту троллятину. Гасите эту троллятину. Ам Израиль хай. Ам Израиль хай. Мы не будем никаким террористическим, исламистским или каким-либо другим анклавом, который будет управлять Россия. Выкуси, фашня, гибня. Никогда ты не добьешься от нас. Умрем, но не сдадимся. Фашняты. Уже мы раскрыли ваши планы. И это останется. И щит Сайтиева, принцип Сайтиева, мы поднимем его имя так высоко, чтобы вы не сможете никогда сделать из нас Палестину 2:0. Вы просто, знаете, когда создавалась Палестина, были какие-то КГБшники, у которых был полет фантазии, какая-то креативность была. А вы старые Патрушев, Путин, вы старые ублюдки ГБшные. Вы ничего нового даже придумать не можете. Понимаете? Вы просто повторяете то, что было. Ублюдки вы, ваш род проклят, ваши дети прокляты. Будьте вы прокляты, горите в аду. Мы вам сделаем Палестину 2:0. У вас в Москве будет Палестина 2:0. Ваши дети и внуки будут уродами рождаться. Понимаете? За все зло, которое вы людям творите. Будьте вы прокляты навеки вечные. Да? Далалак дуэршо. Далалак. Так, друзья, я буду перемотаю, смотрю очень много комментариев. Ну вот, просто они, когда пишут тролли комментарии, вы обратите внимание, вахабит. Просто взял вахабит. На Кавказе такие, как ты, с длинным языком долго не живут. Вот вам троллятина такая. Количество троллей показывает степень важности этой информации. Да, пара Балимова, абсолютно так. Это вот я имел в виду. Видите, мы раскрываем их секреты. Понимаете? И я рад. Знаете, уже они ничего не сделают. Я сказал эту информацию. Я ее уже выдал. Они могут разорвать меня на мелкие миллионы атомов. Но информация уже вам известна. Она уже стала доступна. И никогда им не удастся победить правду. Явилась истина и сгинула ложь. Воистину ложь обречена на погибель. ГБшники, да. Я объявляю вам войну. Понимаете? Я вам войну объявляю. Информационную. Фашисты. Навеки вечные. Ваша Палестина 2:0 идет за русским кораблем. Потому что это проект русских, да. Спасибо, Дана. Бог с нами, Бог с вами. Спасибо вам большое. Совершенно верно, террор. Совершенно верно. Ливан Кочарава, кавказцы никогда не были и не будут религиозными фанатиками. Те единицы, которые этим занимаются, все они агентура Российской империи КГБ, ФСБ. Долой Российскую империю. Вива Кавказ. Спасибо, Ливан. Вива Грузия.
Ливан Кочарава. Абсолютно с тобой согласен. Мы, кавказцы, не были никакими фанатиками. Нас представляли такими. Нас представляли. Меня они даже представляют. Понимаете? Меня они представляют каким-то религиозным фанатиком. И там экстремистом являются. Хотя я абсолютно мирный человек. Да. Это как пример. А если бы я взял бы оружие, если бы я сражался и говорил бы там, читал бы там молитву на чеченском, на исламском, на мусульманском, то все, я бы сразу террорист и фашист. Да? Поэтому они так этого хотят. Нет, наши братья грузины, наши братья евреи, наши братья все, кто против фашистской, имперской, русской идеологии, вне зависимости от религии, от национальности, мы все братья, понимаете? Навеки вечное, чтобы вы знали. И мы должны объединиться, чтобы они не превратили нас в какую-нибудь там постоянно кипящую точку, где постоянно террор, убийство и так далее. И мы должны их разоблачать. А если Кавказ хотят сделать Палестиной, то русским отведут роль тех, из-за кого будут зачищать. Фаиза, скорее всего, русские будут союзниками или просто будут проживать спокойненько. А мусульмане, радикалы, они должны будут там нападать на Грузию, на Армению, на Азербайджан, на американскую базу там где-то, если она появится. И ну вот этим должны будут промышлять. Постоянно террор, постоянно нападения, у них подготовленные есть вот эти разные проповедники. Вот вчера смотрел видео там одного русского генерала, его сын, он говорит, я хафиз. Хафиз это который наизусть Коран знает. Русский генерал, который убивал чеченцев за то, что они не так молятся, не так это делают. А его сын наизусть Коран выучил. И он Суворовское училище окончил и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы дальше нами управлять, дальше нами манипулировать и убивать нас. Об стену нас разбивать. Ради угоды, ради величия фашистской русской империи. Вот как. Ты же так. Манс пошел за русским кораблем, я тебе говорю. Аслан, ты просто молодец, не боишься говорить и говорить правду. Аллах с тобой, и мы честные люди тоже. Баркал. Спасибо, Эд. Эд Мамедов, спасибо тебе, брат. Вот мой еврейский брат. Большим уважением отношусь к этому человеку. Абсолютно порядочный, правильный, честный человек. Большим уважением тебе, Эд. Спасибо. Мне нужна сейчас ваша помощь. Евреи, 7 октября, когда на вас напали, еще до 7 октября, когда на вас напали, я вас поддержал. Я поддержал вас, несмотря на то, что они мне тут грозятся убить. Они там моих родственников там пытают, против них там возбуждают уголовные дела. Ну, оскорбления, все, что вы тут видите, это просто все время льется. Они представляют всему чеченскому народу, что я чуть ли там, не знаю, враг чеченцев, враг там всего там и так далее. Пропагандой, ложью, обманом. Еще до 7 октября. И все это время, когда на вас там совершилось, ведь они, большой проект это был. Вот, исламская мировая революция должна была разжечься. Ведь там это готовилось, и я об этом говорил. И мне чеченцы верят. Я знаю, что мне верят. Достаточно люди, чеченцы, мне приходят, и люди мне рассказывают. Подождем, что скажет Аслан. Подождите, подождите. Даже радикальные взгляды, кто имеют люди. Подождите, подождите. Он не врет. Послушаем, что он скажет. И когда я тогда сбивал эту волну, мне тогда удалось. Я тогда, если честно, немножко испугался.
Я думал, что поднимется эта волна, потому что слишком сильно это было нагнетание. Но не получилось у них. Слава Богу, чеченцам хватило и ума. А чеченцы это такие, знаете, законодатели в исламском мире, особенно в военном деле. Если чеченцы идут куда-то сражаться, то все остальные начинают подтягиваться. Но если чеченцы сражаются, значит, все, дело верное, дело праведное, потому что мы на самом деле праведные люди. Без скромной ложности, без ложной скромности скажу вам. И в мире, в мусульманском мире, нас такими воспринимают и уважают и за смелость, и за принципиальность, и за честность. Особенно за честность и верность. Вот сейчас, евреи, у вас там, в нашем Кавказе, будут погромы. Скорее всего, они этому готовятся. Вот нападение на синагогу, то, что было. Ну, это все звенья одной цепи. И мне сейчас, моему народу, чеченцам, нужна ваша помощь. Не просто комментарии, и комментарии нужны, и все. Нужна от вашего государства, от ваших людей, от всех евреев на этой земле. Нужна помощь от вас, чтобы вы за нас сказали слово. Чтобы вы знали, мы никакие не радикалы, мы никакие не исламисты. Да, мы мусульмане, вы тоже иудеи. Мы ваших всех пророков признаем, уважаем, чтим. И христианских, и Иису, и всех остальных чтим, уважаем. Это нам, Богом, нашей верой, нам это обязывает нас. Мы не считаем вас врагами. Вы не являетесь нам врагами по нашей религии. Это обман, большой-большой обман, что вы являетесь нам врагами, что вы там прокляты, что мы должны с вами воевать. Нигде этого в нашей религии нет, ни в нашем Коране нет. Есть среди арабских разных там вот этих уже, кто переписывал, чтобы манипулировать людьми. Там хадисы какие-то там придумывающие, там, и так далее. Это обман все. Вы нам не враги, мы не считаем вас, мы очень уважаем вашу борьбу, вашу жизнь, которую вы ведете. Вы достойны и примера, и уважения, то, что реально пережившие трудности. И мы очень большие трудности переживали, и сейчас переживаем. И сейчас нам нужна ваша помощь, ваша поддержка. И вашим евреям на Кавказе она нужна, потому что они будут тоже погибать и страдать. В первую очередь, я полагаю, это все рассчитано против нас, потому что русские люто ненавидят нас. Люто, потому что мы знаем их, и все вот так берем и выкладываем вам, всему миру. И я это выкладываю, чтобы вы знали этих русских, вот это ФСБ. И Дудаев это делал, и Абдурахман Автарханов это делал, и Аят Идигов это делает. И все чеченцы, мы вам всем рассказываем, кто они такие. И они нас люто ненавидят. И мы им никогда не убьют они нас. Они могут убить нас всех. Но никогда они не смогут нас заставить покориться этому. Смириться с этой вопиющей сатанистской идеологией, с этим злом. Мы никогда этому не покоримся. Поэтому прошу у вас помощи, прошу у вас поддержки. Я не буду каждый раз об этом говорить. Я сейчас в порыве чувств вам это говорю. Пожалуйста, обратите внимание на это. Обратитесь к американцам, кто живет в Америке, кто живет в Израиле, к своим правительствам, кто живет там в других странах. Обратитесь. Я к армянам, грузинам обращаюсь. Это нас всех коснется, дорогие мои, всех. Это на десятилетия может растянуться. И этот план, он уже очевиден. Очевиден. Буквально вчера я только писал этот текст, который я несколько дней готовился, там пытался разобраться. И вчера же уже отравили и убили Буайсера Сайтиева. Это не случайность. Я убежден, что это не случайность. Готовится большая провокация против нас. И на Кавказ приходят американцы. Мы хотим, чтобы там были американцы. Мы хотим, чтобы там были англичане. Я лично не хочу там видеть ни Турцию, ни Россию. Не хочу я ее видеть. Не хочу. Просто не хочу. Вот и все. А хочу видеть американцев. Хочу видеть англичан. Хочу видеть Израиль. Хочу дружить с Арменией. Хочу дружить с Азербайджаном. Хочу дружить с Грузией. Хочу со всеми с ними жить в мире, и чтобы наши дети, внуки не убивали никого, и сами не погибали, чтобы они жили, созидали, развивались. Помогите нам.
Помогите, нам это нужно, сейчас нам это очень нужно. Так, давайте ваши комментарии. Я смотрю здесь в ТикТок. Спасибо, Израиль, спасибо, что понимаете, поддерживаете. Ну, смотрите, вот эти все комментарии, ну кому лень, ну кому вот, задумайтесь просто. Вот они там пишут, 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 они никогда за Чечню, за Ичкерию не говорят. Вот эти людей, я вообще не знаю, это какие-то новые, какие-то ники, которые сюда заходят, и мат, перемат, там, Палестина и так далее. Зачем они сюда так массово заходят и пишут? Нет никакого объяснения, кроме того, что они тролли. Все, что мы делаем, это очень болезненно бьет. Мы раскрываем их самые сокровенные их тайны, которые они нам готовят. Потому что это их спасение. Они хотят оставить влияние на этом Кавказе. Хотят, чтобы они дальше продолжали убивать, грабить, совершать террористические акты. Валейк салам, Баку. Азербайджанцы, вы нам нужны. Армяне, вы нам нужны. Грузины, само собой, разумеется. И все евреи, все, друзья, вы нам очень нужны. Сейчас такое время наступает. Пожалуйста, не забывайте то, что мы сейчас скажем, закончится стрим, и вы закончите. Распространите эту ссылку на наш стрим сегодняшний. Пусть максимально много людей увидят этот стрим. Расскажите, о чем мы предупреждаем людей, чтобы не было. Потом не говорите, что это были чеченцы. Если мы ничего не сможем сегодня предпринять, они идут, вот ты разоблачаешь их, ты говоришь, они все равно по своей вот этой накатанной вот этой программе, они идут. И если они это будут делать, не говорите, что это чеченцы. Нет, это не чеченцы. Это русская ФСБ делает. Это русский империализм. И я полагаю, турецкий империализм в этом помогает. И Америке, и Армении, и Грузии, и другим странам, которые там на Кавказ к нам приходят, заходят, им это тоже не нужно будет на десятилетия, если это затянется. Зачем это нужно будет? Видите, я говорю про Кавказ, они свое толдычат. У них, видите, там есть один чувак, короче, тоже, ну, бред этот весь несут, короче. Салам, Узбекистан, салам алейкум. Алейк салам и казахи, всех я вас приветствую, друзья. Аслан, вам никто не поможет в должной степени, кроме вас самих. Music Collector. Я, конечно же, понимаю, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но мы тонем не только чеченцы. У нас живут дагестанцы на Кавказе, у нас живут грузины, армяне. Это всех коснется. Евреи у нас живут. Поэтому они тоже должны это понимать. Я же поэтому на русском языке специально веду стримы, чтобы вы понимали. А так, конечно же, вы правы, абсолютно правы. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И мы, конечно, должны сами это делать. И мы это сделаем сами. И будем говорить. Я пока смогу это говорить, пока у меня есть возможность это делать и говорить, я буду предупреждать, разоблачать. Я каждый день над этим работаю. Каждый божий день. Новая какая-то информация, я ее сразу выкладываю, анализирую, выкладываю. И нас немного, к большому сожалению, мы не все успеваем делать. Но вы правы абсолютно. Вы абсолютно правы. Асан, как думаешь, США слили Украину? Нет, США не слили Украину. Никогда США не сольют. В классическом понимании Украины нет. Украина победит, Россия проиграет.
Валейк салам, Ека. Валейк салам. Береги себя, правда опасно. Да, я знаю. Но кто-то должен это говорить и делать. А, да, да. Приезжаю в Израиль. Я обязательно приеду в Израиль, обязательно. И в Америку мне нужно съездить, и в Израиль нужно съездить, обязательно приеду. Дерер салам Ашхуй Мавад, Машуаль. Так. Россия еще как утонет, падет эта империя, и это будет закономерный процесс. Да, Ливан, наверное, падет. Но, знаешь, а если не нужно никому, чтобы она пала? А если не нужно? А если не нужно? Я в Черноречии жил. А ты с Грозного, да? Я в Черноречии жил. Родился, вырос. На Карл Маркс. Ты в центре жил? Ты, наверное, на еврейской слободке жил, да? Спасибо за поддержку Израиля. Всю правду говоришь. Люди озверели. Да, Алекс, совершенно верно. Озверели. Я жила в Дагестане. А ты тоже еврейка? Да, в Евреи есть атаки. Ян у нас тут зашел. Давно не виделись, Ян. Где ты? В Израиле один мусульманин получил в полиции генеральский пост. Да, если он нормально грамотный профессионал и является защитником Израиля, то его религия не имеет никакого значения. Это тоже большой обман, что вам навязывали, что против вас там мусульмане там и так далее. Нет, неправда. Против вас воевали Россия, Советский Союз и арабский этнонационализм, арабский империализм. Вот кто воевал против вас. Ставропольский край, от земля войнахов. Да, да. Смотрите, как я все это задеваю. Титан, почему у тебя 95 стоит? Зачем ты поставил 95 номер? Спасибо, Владимир. Всем, кто подарки давал, спасибо всем, друзья. Смотрите, как подгорает. Мы им наступили на мозоль. Мы им наступили на мозоль. Спасибо, Дана, спасибо всем.
и за то, что сейчас, и за прошлое. Спасибо. Все-таки падет Асан. Здесь все решает Всевышний, а не а не какие-то разные империи. Кавказ будет свободным. Дал мула, Ливан, дал мула, дал мула, дал мула. Я думаю, что нету вариантов не пасть, Ливан. Нету просто. И знаете, когда я начинал вот эту свою деятельность, я думал, так там Джахар там Ичкерию там пробовал сделать. Потом они с Гамсахурдия там Кавказский дом планировали. Там, потом они там еще что-то делали. А я подумал, нужно идти от обратного. Я понимаю, что мы не можем, не дадут они нам построить, пока ее не разрушить, вот эту фашню. И думаю, буду в этом направлении только говорить, думать, работать. Но потом некоторые люди меня немножко сбили с этой темой, с этой дороги, сказали, нет, Россию никто не развалит и так далее. И доверившись их опыту, их знаниям, я чуть-чуть сбавил свои обороты в этом направлении. Но я знаю, что пока Россия не перестанет, имперская Россия не перестанет, как сказал Пол Гоббл, пока с ясный день со стен Кремля не будет видна граница России, она не перестанет нам представлять угрозу и не перестанет быть империей. Поэтому вот до этих состояний нужно довести. И нам самое главное, нужно объединиться, Ливан. Мы должны объединиться. Мы должны показать, что мы есть. И правильно тут мне пишут, что мы только сами. Конечно, только мы сами. Это же нас всех коснется. Нам уже надоело и новые их трюки, какие они выкидывают. Сейчас они нам Палестину устроят, еще чего. Пошли они к чертовой матери. Мы не хотим ничего иметь общего с этими фашистами. И теперь вот этим разным радикалам, исламистам, которым нам навязывают, там, подготавливают, им вот мы объясняем, вот они же нас смотрят. Ну, почти все чеченцы смотрят мои стримы. Абсолютно. Может, не каждый день, не все, не постоянно, но каждый раз, каждый какой-то нарратив, каждый раз они обсуждают между собой. Это все расходится как круги в воде, когда камень бросаешь. И все там соглашаются, кто-то спорит, кто-то берет во внимание. И мы теперь хотим знать, мне самому интересно, кто будет возглавлять этот анклав, этот исламистский. Да, Магомед Даудов, уже первая фигура там нарисовалась. Ахмед Закаев там будет ему Ичкерию, из Украины там разные там эти батальоны, там какие-то группировки, какие-то там, которые себе делали пиар. Никакой войны как таковой там практически не ведут. Кто ведут, мы их практически не видим, кто ведут боевые действия. Видим пиарщиков больше всего, которые где-то пиарят. А так 3-4 тысячи чеченцев в разных подразделениях с украинцами, они тихо, мирно ведут свои, это местные там граждане Украины и так далее. И они сейчас будут объединяться, что вот мы подняться, а не получится подняться, понимаете? Потому что мы предупреждаем народ, мы говорим народу, да, надо нас всех убить, еще пройдет немножко время, потом все опять забудется, и они начнут вот этих поднимать. Но у них нет этого времени, не успевают они, уже у них последние стадии, они уже убирают людей. Вот, например, Абуэйсер Сайтиев, он же знал, чем это закончится для него. Он сказал, нет, я не согласен, я убежден, я уверен, что это произошло из-за того, что он отказался. И как раз новость, я читаю новость о гибели Буайсера Сайтиева, о смерти его. И был такой борец, тоже очень легендарный, известный, Медведь. Александр, по-моему, Медведева, фамилия Медведева. И вот где бывает про умерших там, когда что-то говорят, и в статье бывают похожие сноски про борцов, там, про смерть, про что-то. И вот про Буайсера статья идет, и там помещен вот этот медведь, его смерть. Он в прошлом году, в 24 году умер. И захожу, смотрю про этого медведя, и он умер 87 лет. 87 лет умер человек. А борцы это даже не боксеры, которые по башке всегда получают. Борцы это самые здоровые, самые живучие люди на самом деле.
а этому 49-50 лет Буэйсеру. Он минимум еще 50 долларов, еще столько же он должен был прожить по факту. А тут начали сразу вбрасывать, у него там было какое-то там легкие проблемы. Какие легкие проблемы? Может, какие-то там проблемы возникли с возрастом там и со спортом, но чтобы там он умер от этого. Нет. И если у Вайсера были на самом деле друзья, на самом деле там Кадыров, его друг был, там Кадыров Рамзан говорил, там, ну, там, треть, десятое, другие, третьи были. Пусть эти люди заявляют теперь, проводят экспертизу, проводят, с кем он встречался последние вот дни его, минуты, часы его жизни, с кем он в ресторане обедал, обычно так происходит, отравление. Вот в этом направлении нужно всех бросить, всех следователей, всех оперативников бросить на эту версию, проверить и выявить, кто убил. Если это на самом деле были друзья, а не лицемеры, не те, кто лгали. Посмотрим, посмотрим. Я думаю, не должно это остаться так тихо, дать этому затухнуть. Не должны мы этому дать. Резвоцек, Эрвир, Муац, Ребель, это же тролли. Они тут за деньги, и они на задании. Мы им на хвост наступили, и они свиньи визжат. Понимаешь? Очень ценно, что сказали о Палестине. Да, мы говорим правду и ничего кроме правды. Многие не хотят распада Российской империи. Это так, но они сами окажутся в тупике. Закон кармы. Да, вы правы, Аслан, с своей стороны мы должны бороться и объединяться. Помните, все думали, что СССР это вечно. Да, я знаю, что не может это вечно продолжаться. Я понимаю это и вижу, что из этой ситуации не может Россия выйти. Даже только исходя из того, что они искусственно могут его развалить, чтобы не нести ответственность. Потому что главный ответственный за все преступления это ФСБ. Они сколько раз, они только в Советском Союзе меняли название. Все за свои преступления, чтобы уйти от ответственности. И сейчас им придется это делать. И тогда они скидывают. И Советский Союз, они же также разваливали, они не справлялись. Они столько зла на этой земле, столько войн они совершили, что они вынуждены были уже и Советский Союз распустить. И сейчас я полагаю, что именно в этом направлении, в этом русле будут движется, будет история. Но посмотрим. Посмотрим. Но в любом случае мы не должны сидеть сложа руки, и мы должны добиться того, чтобы у них это ничего не получилось. И то, что мы сейчас обсуждаем это уже шаг к тому, что у них ничего не получится. Потому что мы раскрываем их тайны, мы раскрываем их преступления. И я считаю, что мы реально должны сделать Буайсера Сайтиева символом. Символом. Я хочу его сделать символом. Я хочу, чтобы этот человек был историей. Я убежден, мы должны провести расследование, международное расследование. Мы должны об этом говорить, привлекать общественность. И провести расследование, чтобы этот человек, его убийцы, его, те, кто совершил эти преступления в отношении него, получили наказание. И не только в отношении него, но в отношении него тоже. Аслан, в твоих словах есть немало правды, но то, что русские поддерживают Палестину, это неправда. Москва была одним из инициаторов создания Израиля, Сталин.
Не совсем так, не совсем так. Русский Советский Союз всегда поддерживал Палестину, но вначале они очень хотели, чтобы евреи были на их стороне. Понимаете? Они хотели иметь, перехватить инициативу. Они даже внутри Советского Союза создали еврейскую автономную республику, как мы знаем. И Сталин понимал, что евреи очень способные и умные товарищи, и их нужно, и много евреев жило в Советском Союзе, и у него была возможность оказывать влияние. И таким образом он хотел выбить почву из-под ног Великобритании и США. Но евреи выбрали другой путь развития. А так все это время, вся история говорит не то, что там Сталин создал, а то, что вся история говорит о том, что Советы дружили с арабскими странами, вооружали их. И мы, ну, это всем известный факт. Это очень трудно отрицать. Аслан Сайтиев дал Геш Дуэльцун так и не смог вернуть дом своих предков. Амин дал газуат обал Дуэльцун. Сун газуат я дакилан алхит икант. Дал газуат обал Дуэльцун. Да, не смог. Да, не смог. Так, друзья, я на этом свой стрим закончу. Цагиет сон, барт хербай, Украине и России. Украине и России, цая барт хербайц. На этом, друзья, я свой стрим закончу. Пожалуйста, распространите максимально ссылку. Пожалуйста, у вас у каждого есть контакты в WhatsApp. В WhatsApp раскидайте, всем раскидайте. В социальных сетях. Пусть больше людей узнает правду, друзья. Все будет Ичкерия, слава Украине. Ам Израиль Хай. Вива Грузия. И все остальное. God bless Америка. Всего самого хорошего, друзья. До свидания. Адикюэль Машой.